прошлой неделе ПСБ в Абхазии предупредил о росте числа звонков от мошенников. Как не попасться на уловки преступников и что делать, если человек все же стал жертвой мошенничества? Узнаем у Виолетты Нижарадзе, руководителя представительства ПСБ в городе Сухум. Виолетта, по вашей оценке, насколько актуальна для Абхазии проблема финансового мошенничества? К сожалению, проблема финансового мошенничества не обошла стороной и Абхазию. В последнее время ПСБ фиксирует рост активности телефонных мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковских счетов жителей республики. Ситуация осложняется тем, что злоумышленники постоянно меняют схемы. Обзванивая население, они представляются работниками банка, сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов связи, учреждений социальной сферы и здравоохранения. А мошенники под различными предлогами убеждают людей перейти по вредоносным ссылкам в Telegram или других мессенджерах. Обманом они принуждают оформлять кредиты, например, якобы для проведения срочной операции родственнику, который попал в ДТП. Есть даже случаи, когда мошенники разыгрывают целые спектакли. Для убедительности присылают потенциальной жертве фальшивое электронное удостоверение работника банка или других организаций и ведомств, выходят на связь по видео, не скрывая лиц. Назовите, пожалуйста, самую опасную уловку телефонных мошенников. Большинство случаев обмана мы фиксируем через звонки в мессенджерах, когда мошенники, применяя психологическое воздействие, уговаривают жертву перевести деньги на якобы безопасный счет. Злоумышленники тем самым играют на свойственном многим людям страхе потери денег. В связке с фактором внезапности это заставляет жертву принимать необдуманные решения. Запомните, фраза «безопасный счет» прямо говорит о том, что вам звонят мошенники. Верно ли, что чаще всего жертвами преступников становятся люди старшего поколения? Да, большинство держателей карты ПСБ в Абхазии – пенсионеры. Как правило, эта категория населения отличается особой доверчивостью и наиболее подвержена внушению. Если в вашей семье есть пожилые родственники, необходимо объяснить им, что никому нельзя сообщать информацию о карте, пароли, коды в СМС-сообщениях, даже если звонят якобы из государственных органов или из банка. Если на другом конце провода просят предоставить какие-либо личные данные, надо немедленно прервать разговор. Но для большей безопасности попросите близких преклонного возраста не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Это самый действенный способ обезопасить себя от телефонных мошенников. А что включает понятие заботы о собственной финансовой безопасности? То есть вот как нужно поступать, чтобы не ошибиться? Как бы парадоксально это ни звучало, но мошенничество активизируется на фоне цифрового прогресса. Например, сегодня мобильные банковские приложения обеспечивают людям удобство и существенно упрощают решение целого ряда задач. Но если игнорировать правила их защиты, возможностями этого программного обеспечения могут воспользоваться преступники. Это как с любой другой ценностью. Ведь что делает автовладелец для защиты машины от угона? Устанавливает сигнализацию, оставляет транспорт на охраняемой стоянке и не дает ключи посторонним. В вопросах финансовой безопасности, аналогично, тот же принцип. Возьмите за привычку ни под каким предлогом не обсуждать с незнакомцами темы, связанные с финансами или оформлением документов. Подобные вопросы необходимо решать самостоятельно, обратившись в соответствующую организацию очно, либо по номеру телефона, который указан на официальном сайте или в договоре. Не называйте свои данные по телефону и не направляйте их в мессенджерах. Перепроверяйте любую информацию, полученную от третьих лиц, кем бы они ни представлялись. Никому не называйте пароли и коды из СМС, не переходите по сомнительным ссылкам. Скачивайте приложение только с официальных площадок. Установите на свой смартфон и компьютер дополнительные пароли. В случае малейшей сомнительной активности по счету незамедлительно звоните в банк с просьбой заблокировать его до выяснения обстоятельств. Напомню, что ПСБ организовал в Абхазии контактный центр по бесплатному номеру
4 четверки можно проконсультироваться по любым вопросам, которые связаны с обслуживанием пенсионной банковской карты ПСБ. Звонки принимаются круглосуточно. Замечательно. Представители ПСБ тоже могут звонить клиентам по рабочим вопросам. А как понять, что разговор идет с реальным специалистом банка, а не с мошенником? Банк действительно может обзванивать клиентов, но такие звонки носят исключительно информационный характер. Наши сотрудники никогда не звонят в мессенджерах и не настаивают на каких-либо там действиях, не направляют ссылки или установочные файлы и не просят называть коды, номера карт, персональные и финансовые данные. Если вас склоняют к каким-либо шагам, это самый первый и верный признак, что на том конце провода находится преступник. А если человек все-таки, ошибся, стал жертвой мошенничества, что ему делать? Жертвам мошенничества следует незамедлительно обращаться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. А если же преступники не добрались до денег, но в мобильном приложении интернет-банке выявлена какая-либо подозрительная активность, лучше до выяснения обстоятельств заблокировать счета. Спасибо за разъяснение. Всего доброго. Как не стать жертвой телефонных мошенников и обезопасить себя от потери средств с банковской карты, рассказала Виолетта Нижарадзе, руководитель представительства ПСБ в городе.